Через 10 дней с этих плантаций будут собирать урожай картофеля. Сорт Жуковский был высажен здесь в марте этого года. Картофель, собранный с этих плантаций, будет поступать на внутренний рынок Абхазии. Предусматривается также экспорт. Здесь будет сейчас идеальная картошка, которую через 10 дней сейчас начнем его копать. Вот она уже готова для продажи. Единственное, вот 10 дней у нас будет уже полный сбор. В ноябре прошлого года сотрудники фирмы «Чегем-2016» взяли в аренду у государства около 200 гектаров земли в селе Шашилета Чемчирского района. Тогда эти поля были заросшие сорняками, колючками и деревьями. За 3 месяца ежедневной кропотливой работы предприниматели, задействовав технику и рабочую силу, очистили до 120 гектаров земли. 25 лет никто ничего не сажал здесь. Поэтому было тяжело, конечно, изначально почистить здесь. Вы представляете, 25 лет никто ничего не делал, не смотрел. Очень тяжело было изначально. Люди сами ручной работой все почистили. 40-50 человек в день работали здесь. Ну, сейчас уже по сравнению с тем, что было, сейчас уже на следующий сезон еще легче будет. Картофель был высажен практически на 25 гектарах земли. 15 гектаров засеяли ранними сортами кукурузы, на которую уже поступило много заказов из России. Раз это появилось, значит, это считай, что 20 дней точно есть. Да. Да. Значит, у 60 дней. 60 дней созревания, значит, через 40 дней мы 40 уже дней, будем да, урожай. должны убирать урожай. Вот этот участок на сегодняшний день реально показывает перспективы развития аграрного сектора Абхазии в области овощеводства. Мы вот почти 10 лет доказывали теоретически, что это возможно, что это нужно. Значит, вот эти частные инвесторы, благодаря вот ребятам, которые здесь работают, смогли объединить усилия и получить вот такой урожай. В данный период, кроме перечисленных культур, предприниматели выращивают и бахчевые. Около 6 сортов арбуза сейчас высаживают с помощью специальной техники. Через несколько месяцев с 20 гектаров ожидается хороший урожай. В планах у сельхозпроизводителей выращивание и других видов овощей, к примеру, баклажанов и кабачков. А что касается картофеля, то никто раньше не рисковал выращивать его в больших объемах. Считалось, что не подходит почва, влияло и отсутствие спецтехники. Между тем, в Ачамчирской МТС уже больше 6 лет в наличии комплексная полевая техника, закупленная на государственные средства. Голландские машины для посадки, поливки и уборки картофеля были закуплены в 2011 году. С тех пор техника не востребована. Это полевое оборудование для производства картофеля на 50 гектарах. Оно по своим возможностям должно дать до 2000 тонн картофеля. На этом оборудовании должны работать 7-8 человек. Предполагается, что достаточно высокий объем заработной платы должен быть. Подобная техника поможет механизировать посев и сбор урожая картофеля почти на 80%. Экспертное управление администрации президента Республики Абхазия готовит рекомендации и предложения, чтобы создать условия для максимального привлечения инвестиций в аграрный сектор республики. Саид Джарсалия, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.